Австралийская национальная телерадиокомпания ABC, которая отправилась в Восточный Туркестан по приглашению Китая, разоблачила репрессивную политику. Команда ABC, посетившая разрешенные места, полностью контролируемые Китаем, сообщила, что коммунистическая партия пытается превратить Восточный Туркестан в туристическое направление после многих лет жестоких репрессий. В специальном репортаже, опубликованном ABC 30 сентября 2023 года, рассказывалось, что Восточный Туркестан оказался изолирован от мира в результате давления Китая. В репортаже подчеркивается, что репрессии в Восточном Туркестане были задокументированы с тех пор, как Си Цзиньпин отдал приказ о жестокой атаке на так называемый терроризм во время визита в Восточный Туркестан в 2014 году. Корреспондент ABC заявил, что он провел неделю под строгим наблюдением китайских властей. Недельный тур, в котором приняли участие около 20 журналистов со всего мира, строго контролировался и оставлял нам мало времени для общения с местными жителями. Нашу просьбу увидеть один из бывших концентрационных лагерей, где, как полагают, более 1 миллиона человек были заперты в течение нескольких месяцев или даже лет, принимающая сторона отклонила. Тот факт, что коммунистическая администрация Китая совершает бесчеловечные преступления, такие как колониализм, экономический геноцид и использует рабский труд уйгуров в условиях оккупации, в очередной раз подтверждается признанием бывшего начальника китайского тюремного исправительного учреждения. Радио «Свободная Азия» сообщило, что бывший начальник тюремной охраны в городе Керия в Восточном Туркестане рассказал: «Мы сдаем в аренду сельскохозяйственные угодья тюрьмы этническим китайцам, которые мигрировали в уйгурский регион по контракту. Мы сажали заключенных в тюрьму для работы на плантациях, сдаваемых в аренду китайским иммигрантам». Раскрывая эту информацию, начальник охраны Китая, как сообщается, не ответил на вопросы о том, являются ли эти 10 тысяч принудительных заключенных политическими или социальными заключенными. Однако, по предварительным данным, известно, что в этой тюрьме в Керии находится около 30 преподавателей Хотенского педагогического института, которые были арестованы и осуждены по обвинению в религиозном экстремизме или радикально-национал-сепаратизме. Утверждается, что китайская атомная подводная лодка попала в ловушку, расставленную для вражеских подводных лодок в Желтом море, и упала на морское дно, в результате чего погиб экипаж из 55 человек. Согласно новостям британских газет The Times и Daily Mail, основанным на секретном шифрованном докладе, якобы оказавшемся у британской разведки, атомная подводная лодка класса тип 093 с правым номером 093417 ВМС Народно-освободительной армии Китая 21 августа застряла в подводном заграждении под названием «Якорь и цепь» у побережья провинции Шаньдун на севере Китая. Apple уступила строгим требованиям китайского правительства. Приложения, опубликованные на App Store, должны быть одобрены правительством. Как сообщает Reuters, гигант из Купертино начал требовать от разработчиков приложений предоставлять файл поставщика интернет-контента при публикации новых предложений в китайском App Store. Несмотря на международную критику в адрес администрации талибов в Афганистане, администрация Пекина сигнализирует о своем стремлении к отношениям, подкрепленным дипломатическими и институциональными связями с помощью шагов, которые она предприняла в последнее время. После того, как недавно назначенный посол Китая в Кабуле в прошлом месяце вручил верительные грамоты Временному правительству, исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов Амир Хан Муттаки посетил страну для участия в Трансгималайском форуме, который проходит в Тибетском автономном районе Китая 4 и 5 октября. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил поддержку своей страной обороны Японии. Остин, принимавший министра обороны Японии Кихару Минору в Министерстве обороны США, выступил на совместной пресс-конференции. «Мы сталкиваемся со значительными вызовами, такие как поведение Китая, опасные провокации с Северной Кореи и безрассудная война России против Украины», — сказал Остин. Учитывая эти опасности, подчеркнул он, Соединенные Штаты непоколебимо привержены защите Японии.